Везде такой же, везде такой. Радик Тимирбаев живет в Атарах больше 20 лет. Говорит, с заходом солнца стараются по улицам не гулять, ведь поселок освещают лишь фары проезжающих машин. Если темно, можешь и упасть. Страшно было, сбить нету, как это? Где-то, может, подойдет, там бабашка дадут. Так, под аплодисменты жители встречают новое освещение. На Первой Атарской сейчас и ночь как день. На старт новой системы освещения приехал глава Казэнерго. Все вопросы, которые еще предстоит решить, адресуют ему напрямую. Мы будем учитывать, что есть такой поселок, и дальше по мере востребованности, в любом случае, эта программа ежегодная. Вообще улицы, вот мы живем на Волжской улице, вообще, да. Ни дорог и освещение. Так, в рамках президентской программы в Атарах появились 24 светодиодных фонаря. Для этого тянули более 1000 метров кабеля. Гарантия от рабочих как минимум 10 лет. Во-первых, энергосберегающие, 40 ватт, именно эти светильники LED-овские, они 40 ватт. И у них освещенность намного лучше, чем старые ДРЛ-ки и донатки. Наши дети будут в безопасности, во-первых, будут засветло возвращаться домой. Атары, а еще Мирный, Борисково и Константиновка. В этом году уличное освещение придет во все поселки. Фонари нового формата уже зажгли на 117 улицах. Ежегодно нам выделяется порядка 20, может быть, 3 миллионов рублей для того, чтобы мы их планомерно разделили между 4 районами города. За последние 3 года в Казани на светодиоды перевели 7000 уличных точек. До конца года еще 1500 новых фонарей. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.